Приветствуем вас, Андрей Львович. В конце года, как обычно, принято подводить итоги. И прежде чем я приступлю к конкретным вопросам, хотелось бы, чтобы в целом вы оценили уходящий год для министерства, которое возглавляете. Министерство юстиции Республики Абхазия осуществляет свою деятельность строго в рамках постановления правительства об утверждении положения о Министерстве юстиции. Мы работаем в соответствии с теми функциями и задачами, которые на нас возложены законодательством. Как накануне отметил в своем обращении парламенту Бадр Зурабович Гунба, год начался с тяжелого политического кризиса и непростого избирательного процесса. Тем не менее, наш народ в очередной раз проявил мудрость, и мы вместе достойно прошли этот период. Несмотря на все сложности, Министерство юстиции работало в штатном режиме и в полном объеме представляло государственные услуги населению. Как известно, одной из основных функций Минюста является определить правовую экспертизу актов правительства. Как вам кажется, что проделано в этом направлении в этом году? Говоря о работе министерства, мы не делим функции на первостепенные и второстепенные. При этом очевидно, что особая ответственность лежит на отделе законодательства. Именно он осуществляет государственную юридическую экспертизу проектов нормативно-правовых актов, издаваемых правительством Республики Абхазия. Это крайне сложная и трудоемкая работа, которая требует высокой квалификации, внимания к деталям и большой ответственности. За прошедший период отделом законодательства проведена юридическая экспертиза более 550 проектов нормативных актов. Из них порядка 60 – это проекты законов Республики Абхазия, около 30 проекты международных договоров и международных актов, не являющихся договорами. Более 220 это проекты постановлений Кабинета министров правительства Республики Абхазия, а свыше 200 проекты распоряжений Кабинета министров Республики Абхазия, и также около 40 проектов изменения в действующие акты правительства. Каждый из этих документов требовал тщательного анализа, сопоставления с действующим законодательством, выявления возможных правовых коллизий, и нельзя было допустить противоречия между уже существующими нормами и вновь принимаемыми решениями. По сути, речь идет о постоянном юридическом сопровождении деятельности правительства. Вышеуказанная работа зачастую остается незаметной, но именно эта работа влияет на качество правового регулирования в стране. Важно отметить, что на протяжении длительного времени нам удается сохранять высокий уровень юридических экспертиз, рекомендаций, замечаний. Мы намерены дальше придерживаться этой планки и двигаться вперед. Пользуясь случаем, хочу отдельно отметить сотрудников отдела законодательства за колоссальный объем работы, связанный с взаимодействием Республики Абхазия и Российской Федерации в части гармонизации законодательства. Это был очень большой пласт как законопроектов, так и подзаконных актов, постановлений и распоряжений правительства. Все документы, подготовленные в рамках утвержденных планов и графиков, проходили обязательную юридическую экспертизу в Минюсте на соответствие действующему законодательству. Нагрузка была очень высокая, ответственность максимальная, и сотрудники с честью справились с этой задачей. Если вернуться к 2025 году, на одном из совещаний в августе месяце президент дал правительству более 50 поручений, как в целом, так и отдельным министерствам. Мы понимали, что значительная часть этой работы в итоге будет связана с Министерством юстиции. Любые предложения по выполнению поручений, как правило, оформляются в нормативной форме, в виде постановлений правительства, проектов законов, значит, подлежат обязательной юридической экспертизе. На сегодняшний день уже более полутора десятков таких поручений выполнены и прошли юридическую экспертизу в Министерстве юстиции.
Часть документов находится у нас в работе, по другим мы ожидаем поступления материалов. Поэтому вы правы, на деле законодательства по-прежнему лежит очень большая ответственность, и мы продолжаем эту работу в постоянном режиме. Благодарю вас, Андрей Львович. Ранее говорилось о создании электронной программы ГИС-Юст. Расскажите, пожалуйста, об этом. Наверное, правильнее было бы начать с небольшой предыстории. Летом 2020 года, когда наша команда приступила к работе, мы сразу для себя определили несколько горизонтов планирования. Были задачи краткосрочные, то, что нужно было решать немедленно, так называемые быстрые победы. Были задачи среднесрочные. Ну и, конечно, мы заложили основу для долгосрочных проектов. Уже тогда мы попытались сформировать концептуальное понимание того, куда Министерство юстиции должно двигаться в перспективе ближайших 5 лет. Мы посчитали важным не просто реагировать на текущие вопросы ситуационно, а видеть общую траекторию развития министерства. Ну, наверное, отдельно хочу подчеркнуть одну важную мысль. Деятельность Министерства юстиции носит специфический характер, прежде всего юридический. Отвечая на предыдущий вопрос, я уже говорил, на первый взгляд обывателю наша работа часто не видна. Понятно, что такие сферы, как строительство дорог, мостов, благоустройство, освещение улиц, они всегда на виду. Люди, наши граждане могут увидеть, ощутить, оценить результаты этой работы. Наша же работа в основном другая. Большая ее часть – это правовая экспертиза, юридическое сопровождение деятельности правительства. Это работа, которая, как правило, остается за кадром, но при этом она критически важна для государства. Мы это прекрасно понимали с самого начала, поэтому для себя четко определили. Мы обязаны сохранить и поддерживать ту высокую планку юридической экспертизы законопроектов и проектов правительства, которая была задана до нас. Повседневная работа министерства должна не просто сохраниться, но и должна была выполняться стабильно и качественно, с одной стороны. Но при этом мы сразу обозначили и второе направление – это развитие. Развитие Министерства юстиции как современного ведомства, прежде всего в части предоставления государственных услуг и взаимодействия с гражданином. Проще говоря, мы искали ответ на вопрос, как сделать так, чтобы контакт человека с государством стал быстрее, проще, комфортнее. И здесь мы пришли к выводу, что ключевым направлением должна стать цифровая трансформация. Причем не ради самой цифровизации, а ради абсолютно конкретного прикладного результата. С одной стороны, оптимизировать внутренние процессы, чтобы сотрудники Минюста тратили меньше времени на лишнюю бумажную работу, документооборот бумажный. С другой стороны, чтобы гражданин мог получить услугу, например, дистанционно, либо значительно быстрее по принципу обращения в одно окно. То есть правильно ли я понимаю, что это некая цифровизация вашей деятельности? Совершенно верно. Совершенно верно. Но, еще раз повторяю, цифровизация не ради цифровизации, а ради того, чтобы итоги и результаты этой цифровизации благоприятно сказались на гражданах, чтобы граждане почувствовали больший комфорт при получении государственных услуг, обращаясь к государству. Реализовать вот это вот все можно было только при выполнении двух параллельных задач. Первое – это создание цифровой платформы ведомственного администрирования, где функции Минюста реализуются в электронном виде. Вторая – масштабная оцифровка существующих архивов, баз данных, банков знаний, которые десятилетиями хранились на бумажных носителях. Мы запустили оба процесса одновременно. Сначала IT-специалисты создавали простые, несложные электронные решения. Параллельно с этим мы задействовали все возможные на тот период ресурсы для оцифровки существующих данных с бумажных носителей. Это была очень большая, сложная, кропотливая работа. Сегодня можно сказать, что результат есть. Нами создана полноценная, масштабная государственная информационная система юстиции. Мы ее назвали ГИС-Юст. Это
большая цифровая платформа, внутри которой заложены практически все основные функции Министерства юстиции. Регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, акты гражданского состояния, нотариальные действия, внутренний электронный документооборот, возможность взаимодействия с другими ведомствами, электронное исполнительное производство, многое другое. По сути, это единая экосистема, закрытая, защищенная, локальная. И мы вот отдельно гордимся тем, что это продукт полностью разработки абхазских IT-специалистов. Их большая заслуга. На данном этапе платформа уже готова. Сейчас мы активно занимаемся ее наполнением. Мы выполняем поручение президента. И в 2026 году видим это направление как одно из приоритетных. И вот наша задача максимально наполнить систему данными и функционалом. Я думаю, что ориентировочно в следующем году мы сможем уже полноценно презентовать эту программу, платформу. Мы обязательно покажем ее широкой общественности, депутатам парламента. Пока оцифрованы не все базы данных. Это очень объемный, долгий процесс. Работа продолжается. Движение идет поступательно и системно. И, кстати, в своем послании парламенту глава государства отдельно обозначил задачи и поручения Министерству юстиции именно в этом направлении. Это еще раз подтверждает, что выбранный нами курс был верным, и все эти годы мы движемся в правильном направлении. В июне этого года вы анонсировали создание Государственного регистрационного центра Министерства юстиции. Что сделано в этом направлении и вообще каковы будут цели этой структуры? Да, действительно, летом этого года мы анонсировали создание Государственного регистрационного центра при Минюсте Абхазии. Мы тогда для себя обсуждали, стоит ли говорить об этом заранее. Мгм. Но пришли к выводу, что общество должно знать не только о конечных результатах, но и о тех шагах, которые мы предпринимаем по ходу работ. Если говорить о цели, то она прежде всего связана с оказанием государственных услуг в сфере бизнеса. Речь идет об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. На разных этапах своей деятельности им регулярно приходится обращаться в Министерство юстиции. Сначала для регистрации ИП или юрлица, позже для получения выписок, внесения изменений в документы, а также для совершения других юридически значимых регистрационных действий. На практике все эти процедуры сопровождаются дополнительными шагами, оплата госпошлины, дополнительные справки. Человеку приходится обращаться в несколько различных организаций, тратить время, силы, прежде чем получит одну государственную услугу. Мы поставили перед собой задачу сделать так, чтобы на всем протяжении жизненного цикла бизнеса, от регистрации и ведения деятельности до ее прекращения, ликвидации, все основные регистрационные действия можно было осуществить по сути через одно окно или в рамках обращения в одно здание. Мгм. Хотя бы, да? Да. Наша цель собрать основные услуги в одном месте, сделать процесс максимально удобным, понятным для заявителя. При этом мы откровенно говорим о том, что на данном этапе много еще предстоит доработать. Сегодня мы находимся именно на стадии создания и наполнения этого центра. Формируем систему предоставления услуг в рамках единого пространства. Планируется организация так называемого фронт-офиса. Это приемная зона, где человек в комфортных условиях может обратиться, получить подробную консультацию, задать интересующие вопросы. И бэк-офиса, закрытой части, где уже специалисты будут выполнять профессиональные действия по обработке документов и проведению регистрационных процедур, установленных в законодательстве. Первый шаг уже сделан. Сейчас мы занимаемся отработкой процессов, наполнением центра. Важно отметить, что создание системы одного окна мы реализуем параллельно
с внедрением государственной информационной системы юстиции, о которой я говорил ранее, ГИС-Юст. Этот регистрационный центр станет одной из первых площадок для нас, где мы будем апробировать и принцип одного окна, и предоставление электронных услуг в одном месте. Проект для нас приоритетный, и мы планируем активно продвигать его, в том числе в рамках поручений президента на 2026 год. Теперь немного о другом направлении вашей работы и деятельности. Андрей Львович, расскажите, пожалуйста, подробнее о службе судебных исполнителей. Ну, как я уже ранее говорил, служба судебных исполнителей является молодым органом государственного управления. В первую очередь, наверное, стоило бы отметить, что важность работы этой службы, она понятна и очевидна. Судебное решение не будет иметь смысл, если не будет эффективных государственных механизмов реализации принятого от имени государства Республики Абхазия судебного решения. Поэтому реализация полномочий службы судебных исполнителей – это важнейшая составляющая справедливости, прав граждан на судебную защиту, установленных Конституцией. Деятельность службы судебных исполнителей четко регламентируется законодательством Республики Абхазия, закон о исполнительном производстве и законом о судебных исполнителях. В то же время необходимо отметить, что горизонты развития этого структурного подразделения очень обширны. На момент, когда мы начали работать, мы поняли для себя, что существует острая необходимость серьезного внутриведомственного регулирования инструкций, нормативных ведомственных актов. Мы потратили немаленькое количество времени на то, чтобы привести в соответствие текущим задачам структуру службы судебных исполнителей. Параллельно с этим по сегодняшний день служба судоисполнителей находится под очень пристальным контролем службы государственной безопасности Республики Абхазия и Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Это пристальное внимание понятно в связи с тем, что важность осуществления, качественного осуществления службы судебных исполнителей своей работы напрямую отражается на праве каждого гражданина и юридического лица в том числе на судебную защиту и реализации прав. Поэтому мы очень активно реализуем механизмы, в том числе и регулирование деятельности службы судебных исполнителей с центрального аппарата Министерства юстиции, предоставляем необходимое количество инструкций, справок. Ключевым направлением развития службы судебных исполнителей в текущем 2025 году и в предыдущие годы в том числе, является создание специализированных подразделений в рамках службы судебных исполнителей, целью которых является так называемое обеспечение установленного порядка деятельности судов Республики Абхазия и обеспечение безопасности исполнительного производства. В связи с тем, что законодательство Республики Абхазия закрепляет за службой судебных исполнителей Министерства юстиции функции и полномочия обеспечения безопасности порядка в зданиях, в которых расположены суды Республики Абхазия, в том числе и в ходе судебных производств. Помимо этого, очень важным направлением является обеспечение безопасности самого исполнительного производства, потому что, я говорил тоже ранее, что у нас даже был случай, когда в судебных исполнителей была брошена рабочая боевая граната, которая взорвалась. По счастливой случайности она закатилась за машину, и наши сотрудники, и вообще в целом люди не пострадали. Да, это очень специфическая, сложная работа, которую мы реализуем в штатном режиме. В рамках этой работы мы очень активно развиваем взаимодействие с нашими коллегами и партнерами в Российской Федерации. Это прямое взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации, прямые
доверительные отношения с руководителем Федеральной службы Дмитрием Васильевичем Аристовым. Мы проводим большое количество совместных мероприятий, в том числе по повышению квалификации сотрудников, по улучшению материально-технической базы. И очень важен обмен опытом, потому что Российская Федерация уже прошла этот путь становления этого института очень качественно, и мы берем пример, пытаемся не совершать ошибки, которые до нас совершались, и перенимать только лучшие практики. Вы частично затронули вопрос, который я хотела задать следующим. Это, так скажем, о международном сотрудничестве. Да? Вот я думаю, что в рамках Министерства юстиции это тоже актуально. Если нет, вы меня поправите. Но существуют ли такие скажем так, контакты между Министерством юстиции нашей республики и другими? Тут, конечно, в первую очередь имею в виду Министерство юстиции России, но я думаю, вы расскажете об этом подробнее. Наверное, начиная отвечать на этот вопрос, я бы в первую очередь хотел сказать о том, что международное сотрудничество как направление деятельности ведомства ни в коем случае не должно превращаться в бесполезные путешествия и выезды. Любые международные контакты, в том числе и поездки, должны сопровождаться в обязательном порядке с абсолютно конкретными целями, конкретными задачами. Мы широко реализуем имеющиеся возможности международного сотрудничества, очевидно, с Российской Федерацией, с Республикой Южная Осетия. Принимаем активное участие в работе международных площадок взаимодействия органов юстиции. Наверное, ключевой такой площадкой можно назвать юридический форум, который ежегодно проходит в городе Санкт-Петербург. На этой площадке нам удалось установить контакты с нашими коллегами из Сирийской Арабской Республики. Мы продолжаем взаимодействие и усиление контактов с нашей братской республикой, Сирийской Арабской Республикой, с Республикой Южная Осетия. На базе этих международных площадок, на которых принимают участие порядка 25-30 министров юстиции из разных стран мира, появляется возможность, во-первых, донести до наших коллег о правосубъектности Абхазии, международной правосубъектности Абхазии, рассказать им о том, что институты государственной власти нашей страны, государственные институты, классические, демократические, мы имеем возможность поделиться опытом и, что немаловажно, перенимать передовой опыт в развитых и развивающихся странах. Мы с уверенностью говорим о том, что предметность наших взаимоотношений отражается в существующих договоренностях, это соглашения, которые мы реализуем в полном объеме. Отдельно в рамках международного сотрудничества хотел бы упомянуть в рамках отчета за 2025 год мероприятие, которое мы провели совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Южная Осетия. Это первое в истории Абхазии учение силовых подразделений службы судоисполнителей и Минюста Абхазии, органов принудительного исполнения Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Это получилось масштабное, большое мероприятие по обмену опытом, навыками профильных коллег. Коллеги подтвердили, что этот опыт действительно полезен, и, по всей видимости, была заложена традиция, которую в перспективе, сейчас принимается решение в грядущем 2026 году. Аналогичное мероприятие, география которого, скорее всего, будет расширена, участники будут расширены, будет проходить либо в Российской Федерации, либо в Республике Южная Осетия. Сейчас идут переговоры и согласования в этой части. Особо хочу подчеркнуть, что мы приурочили это мероприятие к тому, что, как известно, Бадр Зурабович Гунба объявил 2025 год годом национального лидера
героя Абхазии, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзенба и в честь 80-летия его памяти. И в этой связи мы эти мероприятия, эти международные учения посвятили памяти первого президента Владислава Григорьевича Ардзенба. Если эта традиция, я убежден, что она будет продолжена в России, в Республике Южная Осетия, возможно, в других странах, и мы будем принимать участие. Уверен, что в историю войдет мысль того, что первое мероприятие прошло на территории Абхазии и было посвящено памяти первого президента Владислава Григорьевича Ардзенба. Очень интересно, благодарю вас. Андрей Львович, мы вступаем в 2026 год. Каковы планы министерства на этот грядущий год? Планы на грядущий 2026 год в первую очередь, конечно же, связаны с поручениями главы государства, направленными на участие Министерства юстиции в процессах цифровой трансформации ведомственного администрирования, межведомственного администрирования и создания технологических инструментов, которые позволят получать государственные услуги для наших граждан более комфортно. Как я уже говорил ранее, мы методично и планомерно шли к реализации подобного рода целей. Большая часть пути уже пройдена, поэтому с нетерпением ждем, что нам хватит сил, возможностей, ресурсов внедрить те технологические изменения и преобразования, которые мы готовили на протяжении длительного промежутка времени. Конечно, я сразу всегда оговариваюсь, внедрение этих технологических решений сопровождается необходимостью полноценной оцифровки баз данных. Я уже как-то говорил о том, что оцифровка только записи актов гражданского состояния – это очень сложный длительный процесс. В количественном показателе это порядка 850 миллионов актовых записей за последние 100 лет или конкретно 86 лет, что мы видим по книгам. Это очень сложный процесс, который требует дополнительных мыслей. Но уверена в том, что динамика движения по пути к развитию технологических процессов, оптимизации процессов как ведомственных, так и межведомственных будут для нас приоритетными. Андрей Львович, благодарим вас за интервью. Спасибо вам. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас лично, весь коллектив АГТРК с наступающим Новым годом. Чанзилашне, Тагубзир, Гуамчан, Шейхат, Пришат, Йозер, Ансвимшала, Абзира Коколо, Абзири Цахбан, Шейхайцар. Это был Чанзилашне.